В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Новый качественный уровень взаимоотношений. Президенты России и Монголии подписали договор о стратегическом партнерстве. Инвестиционные проекты, туристические продукты и товары народного промысла. Павильон, сделанный в Якутии, открылся на выставке улица Дальнего Востока. На финишной прямой северные арктические районы подключены к теплу. Почему Якутск еще до сих пор не получил паспорт готовности? Вместе против наркотиков, организацию профилактической работы и формирование системы эффективной помощи обсудят участники молодежного форума. «Навстречу любви» – первый сборник стихотворений ленской поэтессы презентовали для общественности в Центральной библиотеке района. Театр под открытым небом. Артисты бриллиантового цирка выступили перед любителями тыков и кабачков. Новый договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга. Церемония прошла после переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе, куда российский лидер прибыл с официальным визитом. Как ранее отмечал Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одри Инсанин», этот документ, подготовленный на основе договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер. По мнению Владимира Путина, новый договор выводит двухсторонние отношения на качественно новый уровень. Республика представит свои инвестиционные проекты, туристические продукты и товары народного промысла, в том числе из мамонтовой кости. Павильон, сделанный в Якутии, открылся на выставке улица Дальнего Востока в рамках 5-го Восточного экономического форума. Примечательно, что посетители экспозиции смогут принять участие в розыгрыше якутских бриллиантов. В павильоне расположены индивидуальные интерактивные стенды. На них покажут проекты строительства моста через реку Лену, создание современного речного флота для внутренних водных путей на Жатайской судоверфи и другие проекты. Кроме того, запланирована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IT-парка. Вот в эти дни будет представлено 32 проекта на общую сумму порядка 1 триллион рублей. Вот. Надеемся, что подавляющее большинство этих договоров будет подписано в полном объеме. Вот. И, конечно, кроме этого пройдут переговоры предварительного характера, значит, рамочные какие-то соглашения, которые тоже направлены на развитие экономики, на развитие социальной сферы. Ну, как сегодня сказал Юрий Петрович на открытии улицы Дальнего Востока, чтобы людям жилось лучше. Основные же мероприятия 5-го юбилейного Восточного экономического форума начнутся уже завтра на острове Русский во Владивостоке. На месте событий находится наш корреспондент Иван Лазаренко. Иван, добрый вечер. Расскажи, как встретила якутян дальневосточная столица и каких результатов ожидать в ближайшее время? Андрей, приветствую. Город Владивосток встретил якутян теплой, даже можно сказать, жаркой погодой и очень хорошим настроением. Мы сейчас находимся в кампусе Дальневосточного федерального университета, где продолжается заселение, продолжают прибывать делегации. Основная программа, деловая программа форума начнется завтра, 4 сентября. Однако уже сегодня в 23 часа по якутскому времени телеканал «Якутия-24» покажет прямую трансляцию заседания Госсовета с участием президента страны Владимира Путина, на котором глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев представит национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Что касается ближайших мероприятий, в которых руководство нашей республики примет также участие, это завтра утром уже запланировано подписание ряда соглашений. Это соглашение между Республикой Саха-Якутия и корпорацией «Русгидро» о сотрудничестве. Также подписание соглашения с банком ВТБ. Также в первой половине дня руководство республики примет заседание и участие в сессии на тему «Высокотехнологичный бизнес», а ближе к обеду состоится презентация Республики Саха-Якутия, на которой будет представлен региональный потенциал и инвестиционная привлекательность нашего региона. Вообще программа пребывания здесь очень насыщенная. Обо всех мероприятиях мы
обязательно будем рассказывать в прямых включениях. Хочу отметить, что впервые регион, участник Дальневосточного Восточного экономического форума, получил право представить свое кино, так что помимо деловой программы гостей и участников фестиваля ожидают дни якутского кино, а также обширная культурная и развлекательная программа. Во время 5-го юбилейного Восточного экономического форума на площадке будет работать павильон нашей республики, где на интерактивных стендах будут представлены инвестиционные проекты, по которым ожидается подписание ряда соглашений. Ну, наверное, более подробно о всех мероприятиях, которые будут здесь на форуме происходить, я расскажу уже завтра, в первой половине дня. Андрей, тебе слово. Иван, спасибо. Мы с нетерпением будем ждать от тебя свежей информации. Я напомню, что на прямой связи из Владивостока, где в эти дни проходит Восточный экономический форум, был наш корреспондент Иван Лазаренко. И к другим не менее важным темам. Развитие инфраструктуры и прокладка новых трасс всех инженерных сетей. В Аймиконе планируется строительство туристического кластера. В планах разработка городских объектов для жителей и туристов, а также строительство многофункционального комплекса с гостиницей. Андрей Мухоплев продолжит. На полюсе холода в селе Аймикон будет создан туристический кластер. Полюс холода давно стал одним из брендов Якутии, но из-за неразвитой инфраструктуры, отсутствия гостиниц и сферы услуг, способных удовлетворить запросы туристов, примерно 80% заявок на посещение Аймикона отклоняется. Такой проект нам абсолютно необходим. Я надеюсь, что к 2022 году, к году столетия республики, часть этого плана уже начнет реализовываться. Очень надеюсь, что результаты этого конкурса позволят нам в Аймиконе сделать прекрасный уголок туристического такого характера, место, где людям будут хотеть приезжать, оставаться. Ну и на самом деле Аймикон этого достоин. В финал конкурса вышли 3 консорциума: Московское бюро «Осадов», Санкт-Петербургское бюро «МЛА+» и якутская команда «База-14». Победителем же стал консорциум под лидерством архитектурного бюро, «Осадов», в которого вошли Russia Discovery, Найт Фрэнк и якутский ЛЦТК-проект. Консорциум под лидерством архитектурного бюро «Осадов» представил сбалансируемую и реализуемую концепцию кластера, ориентированную на аудиторию любителей комфортных приключений. Несмотря на то, что основной поток туристов прибывает в Аймикон в зимний период, инфраструктура кластера рассчитана на круглогодичное использование. В нашем проекте предполагается, можно так сказать, нетипичный музей. Это музей, транслирующий явление холода во всех смыслах. То есть в нем рассматриваются холод как природное явление, как историко-культурное явление. То есть в целом для туристов музей будет раскрывать тему холода в разных направлениях. Дизайн-код нового бренда Аймикона строится на образах льда, снега, мифического быка и северного сияния. Эти образы транслируются в архитектурных сооружениях, малых архитектурных формах, элементах навигации и графическом дизайне. В рамках разработки мастер-плана села предполагается создание новых общественных пространств, строительство городских объектов для жителей и туристов, в том числе многофункционального комплекса с гостиницей, рестораном, музеем и тематическим парком, и набережной с деревянными настилами, теплыми павильонами и смотровыми площадками. Планируется комплексное развитие инженерной инфраструктуры, прокладка новых трасс всех инженерных сетей. Ежегодно Аймикон посещают от 3 до 5 тысяч туристов. С введением кластера количество туристов в Аймиконе увеличится до 50-70 тысяч человек в год. Общая стоимость проекта на сегодня составляет чуть менее 1 миллиарда рублей. Однако окупаться он начнет еще на стадии строительства. Реализация проекта планируется в 3 этапа. И к завершению строительства 3-го, по прогнозам, туристический кластер Аймикон может заработать до 3 миллиардов рублей. Маловодье на реке Лени создает сложности в перевозке жизнеобеспечивающих грузов. В регионе план по завозу выполнен на 77%. До завершения навигации осталось чуть больше месяца. Сейчас суда ходят с неполной загрузкой. По словам специалистов, период маловодья в Якутии наблюдается с 2013 года. В текущем году ситуация усугубилась. Уровни падают и на других реках. Это связывает с малым количеством осадков. Похожая ситуация наблюдается и в Устьянском районе. Есть сегодня вопросы, которые мы должны проконтролировать. Это завоз авиакеросина на якутскую нефтебазу. Мы подготовили для приема, и прием уже судов идет с Покровской нефтебазы, и производим автоперевозки до якутской нефтебазы. Но углубительно работы начнем с начала следующей недели по подходу на якутскую нефтебазу. Там 2,5 километра нужно будет отработать.
Обеспокоенность у руководства Министерства ЖКХ региона вызывает работа котельных пригорода столицы. И если северные и арктические районы уже подключены к теплу, то Якутск еще до сих пор не получил паспорт готовности. Наш корреспондент Сусанна Рожина узнала, с чем это связано. Городская администрация отчитывается, что Якутск готов к отопительному сезону более чем на 90%. И сегодня министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников совершил объезд по тем котельным, которые вызывают наибольшие опасения со стороны курирующего министерства. Город, по докладам городских властей, он составляет 90 с лишним %. Но мы как бы верим. В то же время, конечно, вот состояние предприятия, пригородная теплосетевая компания, она для нас вызывает тревогу. Поэтому вот мы сегодня выехали, скажем, в южную часть города, именно в село Хатасы, чтобы посмотреть, как обстоят дела. С нами вот в составе нашей рабочей группы есть и представитель Ростехнадзора, который выдает паспорт готовности городскому округу города Якутск, в том числе и по предприятию. Финансовое положение теплоснабжающего предприятия, у которого несколько котельных в пригородах Якутска, вызывает обеспокоенность у руководства МинЖКХ. И поэтому оно держит ситуацию на контроле, чтобы посреди зимы люди не остались без тепла. Но между тем финансовое состояние предприятия, конечно, вызывает тревогу. И наш выезд в том числе связан. Если финансовое состояние тяжелое, то и на территориях соответствующая должна быть картина. Надо дать должное коллективу предприятия, что они порядок поддерживают. Но в части надзора, эту оценку дадут надзорные органы. По словам руководства города, все соцобъекты уже подключены к теплу, а жилфонд планируется подключить к 15 сентября. Но при этом, по факту, не все школы и детские сады Якутска подключены к теплу. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Хатасы. Если говорить о Мирнинском районе, то подготовка ресурсоснабжающих организаций оценивается там как удовлетворительная. По району необходимо подготовить около 1700 объектов жилищного фонда, 26 котельных, тепловода и электросети, говорится в официальном сообщении администрации. Запаса угля для котельных села Сельдюкяр достаточно, чтобы обслуживать его до открытия автозимника в декабре. Сообщается, что уже завершен капитальный ремонт Мирнинской ГРЭС. При этом план по подготовке к отопительному сезону в Вилюйской ГЭС выполнен всего на 80%. А между тем, в столице уже более 45 тысяч человек перешли на прямые договоры с водоканалом. В связи с этим компания открыла 2 новых центра обслуживания. По проспекту имени Ленина 56 и Петра Алексеева 19 в отделениях Сбербанка. Таким образом, в Якутске их действует уже 7. В них жители могут оплатить услуги холодного водоснабжения и канализации, заключить договор на обслуживание, а также получить консультации по начислению задолженности, онлайн-сервисам и по другим вопросам. Горожане по мере, кому близко от работы, от дома, могут подойти и полностью получить консультацию по задолженности. Например, людей интересует, за какой объем, почему, за какой период образовалась задолженность. Можно даже не подходить, а если есть у человека Сбербанк онлайн, он сразу может вбить показания и там автоматически уже рассчитывается и оплачивать таким образом. Сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия 24. Вместе против наркотиков, организацию профилактической работы и формирование системы эффективной помощи обсудят участники молодежного форума. На встречу любви первый сборник стихотворений «Ленская поэтесса» презентовали для общественности в Центральной библиотеке района. Театр под открытым небом. Артисты бриллиантового цирка выступили перед любителями тыков и кабачков. Вы смотрите главные события уходящего дня в эфире Якутии-24. На фоне продолжающихся реформ в сфере образования возросла популярность средней профессиональной квалификации кадров. В этом году Алданский медицинский колледж возобновил прием молодежи на базе неполного среднего образования на сестринское отделение. С подробностями Руслан Павлов.
В этом году Алданский медколледж принял 125 первокурсников. Часть студентов составили школьники, окончившие 9 классов. На 25 бюджетных мест сестринского отделения было подано заявлений в 2,5 раза больше. Уже сейчас перед учебным заведением поставлена задача удвоить количество мест для ребят с неполным средним образованием на следующий учебный год. Нам уже пришел новый план. Мы в следующем году должны будем набрать 50 студентов, да, на базе 9 классов, учитывая вот то, что произошло, вот этот такой бум в этом году. То есть мы к этому уже будем готовиться буквально вот с сентября, с завтрашнего дня. То есть мы начнем вести активную работу профориентационную среди школ района, города, республики, в других районах. Намечен у нас целый там план выездных мероприятий. Сегодня в медколледже помимо алданских студентов обучаются ребята из разных уголков республики. Часть студентов обучается по целевым направлениям. Сейчас дети боятся экзаменов, боятся ЕГЭ сдавать, очень напуганы этим. А таких вот в таком возрасте детей родители куда-то боятся отправить. А у нас здесь вот техникум, к сожалению, и только училище, вернее медколледж. И очень порадовались мы этому, что поступили в этом году. С открытием отделения «Сестринское дело» забот у педагогов прибавилось. За несовершеннолетними студентами нужен особый присмотр. Поэтому наставники волнуются и переживают за молодую поросль. Несовершеннолетние дети на нашем опыте давно уже не были. И, конечно же, это новые заботы, это новые хлопоты, это родители, которые переживают за своих детей и всячески хотят им уют, заботу обеспечить и так далее. Ну и нам, конечно, это дополнительные заботы, ну и радость тоже. Интересно, с молодежью работать всегда интересно. У студентов медколледжа есть возможность проходить практику как в Алдане, так и по месту жительства. Приветствуется, если студенты едут к себе в населенный пункт, где в последующем остаются работать. В прошлом году были трудоустроены практически все выпускники. Руководство колледжа мониторит трудоустройство своих воспитанников. До настоящего времени рекламация от работодателей не поступала, а вот благодарственные письма приходят, что существенно повышает престиж учебного заведения. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Организацию профилактической работы среди несовершеннолетних, а также вопросы формирования системы эффективной помощи лицам с зависимым поведением предстоит обсудить участникам первого антинаркотического молодежного форума «Вместе против наркотиков». Площадка стартовала в Нерюнгринском районе при поддержке Министерства по делам молодежи региона, местной администрации и общероссийской общественной организации «Общее дело». Форум пройдет на 10 площадках Нерюнгри. В нем примут участие около 500 представителей из Нерюнгринского, Алданского и Алекминского районов. В программе мастер-классы, акции, флешмобы, анкетирование, тренинги и семинары. Мероприятие продлится до 5 сентября. Во-первых, я очень приятно удивлена, что Нерюнгри стали первыми в проведении такого большого молодежного форума антинаркотического. И я надеюсь, что это будет очень серьезный посыл и очень серьезный вызов всему нашему обществу. Сейчас наша молодежь, которая прослушает эти семинары, будет собрана в такие отряды, по подобию, может быть, стройотрядов. И они будут работать, вести такую пропаганду. Конечно, родители должны об этом тоже знать, но как им объяснить? И молодежь готова выполнить эту миссию, рассказать и взрослым, и детям о преимуществах трезвости. Вот моя такая миссия. Навстречу любви. Под таким названием вышел в свет первый сборник стихотворений ленской поэтессы Ольги Кудрявцевой, презентация которой собрала неравнодушных к литературе людей в зале Центральной районной библиотеки. Поздравить автора пришли как самые близкие коллеги, так и общественные деятели и представители власти. В сборнике представлено более 200 произведений. Ольга Кудрявцева постоянно стремится подпитывать свой талант общением с единомышленниками, принимает участие во всероссийских и международных фестивалях. Ее имя уже стало известным далеко за пределами Ленской, республики и даже России. Сразу после презентации автор книги отправилась покорять новые творческие вершины. Благодаря Ольге я побывал на фестивале «Лифт», фестиваль фестивалей, потому что она первая проложила туда дорожку, побывала там и вернулась, и достаточно подробно обо всем рассказала в своем газетном отчете. Там отдельно отличившимся, а может быть, поэтам, которые там были, там вручается так называемая серебряная медаль «Лифт».
И вот так получилось, что Ольга первая получила эту медаль, а потом я когда поехал, я тоже получил такую медаль. Главное открытие, конечно, это всегда то, что происходит внутри. Вот Ольга Владимировна это открытие сделала. Это замечательно. И она открыла себя не то что с другой стороны, а себя другую. В этом плане она абсолютно свободна. Перед ней открыты все дороги. Пожалуйста, музыка, песни, стихи, проза, рок-оперы. Театр под открытым небом на полигоне юных натуралистов. Одноименный проект стартовал в научно-образовательном центре Саха-Агро-Экотур. На свежем воздухе перед гостями выступили артисты бриллиантового цирка. Впереди спектакли от театра оперы и балета и театра юного зрителя. У нас около 40 видов тыков, патиссонов, кабачков. Например, вот редкий вид тыков – хулиган, хабар чикагский, тыква триамбл. И это лишь самая малая часть того, что можно увидеть в полигоне. Идем дальше, и под широкими листьями спряталась крупная тыква. Хороший кандидат на роль кареты для Золушки. Тыква парижская золотая. Но в этом году ночи холодные были, поэтому тыквы не такие крупные выросли. Это считается еще не крупные. Да, это не крупные. Вот. Сказки и волшебство здесь на каждом шагу. Большая шахматная доска из страны чудес Льюиса Кэрролла, дуб зеленый Александра Пушкина со всеми его обитателями и многое другое. А вместо молодильных яблочек – золотые помидоры. Да, именно золотые. Это один из необычных сортов, которые здесь выращивают. Желтые сорта есть, красные сорта есть. Названия сами за себя говорят. Желтая вишня со вкусом вишни, финик, желтый финик, красный. Есть белый виноград, очень идеальный сорт, деликатесные, очень вкусные сорта. Очень интересная бахчевая культура, так называемая лагинария. Вот она с причудливой формой и яркой расцветкой. Эта культура выходит из Юго-Восточной Африки и Азии. Используют ее в основном как предмет интерьера. А раньше из нее делали посуду. Лагинария хорошо высушивается, и из нее можно сделать вот такие интересные маракасы. Внутренности растворяются, и внутри остаются только семена, которые потом издают вот такой интересный звук, ну и либо вот такой. Полигон каждый год посещают порядка 5000 человек. На этот раз у гостей есть возможность не только познакомиться с экзотическими растениями, но и прикоснуться к прекрасному. В центре стартовал проект «Театр под открытым небом». Специально для этого в полигоне построили сцену и обустроили зону для зрителей. Первыми участниками проекта стали артисты бриллиантового цирка. А вот что можно сделать с 3 мячами. Смотрим внимательно, мальчики. Я думаю, что это прекрасно, когда дети находятся под открытым небом и еще соприкасаются с природой и с животными. Я думаю, это здорово. Похлопаем дружней. Люди хотят каждый год что-то видеть. Заходят, постоянные посетители спрашивают, что у вас новенького в этом году. Поэтому хочется чем-то удивить. Следующими на сцену юных натуралистов выйдут 5 сентября солисты театра оперы и балета. А 9 числа спектакль «Золотая рыбка» представит театр юного зрителя. Сарглана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.